Почтальон, которого ждут. Мадина Даурбекова каждое утро, вне зависимости от погоды, берет рабочую сумку и отправляется в путь. Она приходит первой еще до того, как все проснутся. Уже 23 года она доставляет письма, пенсии и добрые вести жителям своего родного села. Для нее работа – это не просто адреса и доставки. Мадина знает своих подопечных по именам, помнит, у кого когда день рождения, кто любит поговорить, а кому просто нужно, чтобы рядом был человек. Мне нравится приносить людям удовольствие. Я когда прихожу к своим пенсионерам, они как радуются. Я приношу им пенсию, письма, посылки. Для них это как бы вестник мира, приход почтальона. Они радуются, это придает смысл моей работе. Местные жители шутят, с Мадиной приходит не только пенсия, но и настроение. По их словам, она им как дочь, всегда выслушает, подскажет и поможет. Никогда не торопится, а ведь дел у нее много. За это отношение к людям она стала участницей конкурса «Земский почтальон». Республика голосует за нее не из долга, из уважения. Всегда такая улыбчивая, веселая, доброжелательная. Я живу на самом отшибе, самое последнее. В сторону Карблака. Пенсию мне Мадина приносит вовремя, в дождь, в снег, в непогоду. Я иногда удивляюсь, но можно было подождать, пока дождь пройдет. Она несет ее, всегда приносит вовремя, всегда мне приносит журналы. Таких работников, как Мадина, сегодня мало. Надежная, честная, отзывчивая. За нее голосуют близкие, друзья и коллеги. Среди них и Любовь Хамхоева. Она живет неподалеку. Работает библиотекарем в Доме культуры. Культработники все за нее проголосовали. Мне хотелось бы, чтобы и в Ингушетии все, кто видит этот репортаж, проголосовал за нее, потому что она достойный почтальон и достойна многих-многих этих голосов. Конкурс «Земский почтальон» проходит в несколько этапов. Сначала отбор на уровне отделений и регионов, затем финал на всероссийском уровне. В марте было подано 15 заявок со всего региона. Среди всех номинантов больше всего баллов набрала именно Мадина Даурбекова. Если она пройдет на всероссийский этап и выиграет грант, она уже знает, куда направить средства. Я очень сильно хочу поехать в хадж. У меня это большая мечта, я там никогда не была. Я мечтаю туда попасть. Если я выиграю, надеюсь, что выиграю, я поеду обязательно. А если выиграете, то поедете одна или с кем-то? Если выиграю, я поеду со своим сыном. Цель всероссийского конкурса – популяризация профессии почтальона и поощрение их деятельности в малых городах и сельских поселениях страны. Члены регионального и федерального экспертного жюри оценивают представленные на конкурс заявки по трехбалльной шкале, где 1 балл удовлетворительно, 2 балла хорошо, 3 отлично. Критерии в отборе были, это, во-первых, отсутствие каких-либо наказаний, поощрения, отзывы от населения, в общем, качество работы почтальона. Конечно, мы все знаем, что это нелегкий труд, что вообще значимость должности профессии почтальона для нас это очень важно. Мадина не просто почтальон, она связующее звено между людьми, и ее путь достойный победы. Впервые о запуске конкурса «Земский почтальон» было объявлено 5 декабря 2024 года на Всероссийском совещании «Российское село. Место силы. Роль партии «Единая Россия» в развитии инфраструктуры и подготовке кадров». Труд почтальонов заслуживает особого внимания и признания. Именно поэтому проект «Земский почтальон» – это не просто конкурс, а важная инициатива, которая позволяет поддерживать тех, кто каждый день делает жизнь в селах лучше и комфортнее. Проголосовать за Мадину можно по специальной ссылке. Амина Зязикова, Султан Магушков, Магаз 24.